В Цивильске мастера кожаной перчатки в 15-й раз разыграли награды всероссийского турнира по боксу «Мужество» памяти ветеранов спорта Михаила Егоровича и Михаила Николаевича Красновых. За боями в ринге, установленном в универсальном зале спортшколы «Азамат», наблюдал мой коллега Вячеслав Ильин. Для хозяев ринга 15-й по счету турнир был особенным. Цивильские мастера и подмастерья кожаной перчатки ныне отмечают 70-летие развития бокса. Победный пример младшим коллегам подал капитан районной сборной, неоднократный чемпион Чувашии, мастер спорта России Андриан Максимов. Он в красной майке. В категории до 81 килограмма Андриан сломил сопротивление студента Марийского госуниверситета Николая Рыбакова. Этот турнир я выигрываю практически каждый год. Один раз было то, что я его проиграл. Он на протяжении всей моей жизни, да, я выступаю на нем. Хочу посвятить свою победу сотрудникам и ветеранам спецподразделения СОБР, у которых сегодня праздник. Старшего товарища по секции поддержали его младшие коллеги Никита Никифоров, Наталья Бессембина, Андрей Рахчеев, Станислав Кириллов, поднявшиеся на верхнюю ступень пьедестала почета. Жаждал пополнить свой победный актив и восьмиклассник из поселка Опытный Максим Климов. Он в синей майке. Однако одного желания в поединке против нижегородца Артема Кощеева хозяину турнира не хватило. В итоге у парня только бронза. Я занимаюсь боксом 9 месяцев, выхожу на ринг с уверенностью победы, только побеждать. Но поражений, конечно, больше, но все еще впереди. Успешность, конечно же, это с одной стороны и образование, но с другой стороны это и характер. Для того, чтобы воспитать характер, нужны соответствующие обстоятельства. То есть, мне кажется, спорт – это один из самых таких простых способов, доступных способов развить в себе характер. По итогам соревнований в активе воспитанников Цивильской школы бокса 5 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.